Ага, уже. Одеваешься, посмотрим, Ага. по размеру осталось. Друзья, сегодня у нас будет очень интересный выпуск передачи «Испытывай на себе», впрочем, как и всегда. Так, я сейчас нахожусь в костюмерной Русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. И сегодня я испытаю себя в роли актера прямо на сцене. Сразу все это будет в течение одного дня. Вот сейчас мы на примерке костюма. Ну а далее у нас будет небольшая репетиция и, соответственно, сама игра в спектакле. Сейчас мы находимся в костюмерной, и мне нужно подобрать себе костюм. Давайте познакомимся с Андреем, наверное. Андрей. Я здесь. Андрей Гавышев здесь. Да. Андрей, расскажи про мою роль и в каком спектакле я играю. Так, ну мы сейчас тебя вводим в спектакль «Капитанская дочка», где ты будешь, скажем так, в банде Емельяна Пугачева. Ну, у него был как бы такой разнообразная армия, там и калмыки, и башкиры, и русские, казаки, в общем, вся сборная солянка. Как раз ты вписываешься, по-моему, идеально туда. Так, ну тут верхний костюм подобрали, да? Сейчас надо сапоги какие-то найти, Тань. 42 размер. Так, очень приятно слышать, когда говорят, что ты очень хорошо подходишь в банду бандитов. Ну, я вчера, кстати, посетил, посмотрел, да, чтобы проникнуться атмосферой этого спектакля. Очень понравился, кстати, и вам рекомендую. Спектакль «Капитанская дочка». И рядом еще мне понравилась, со мной была пожилая пара. Они прямо практически каждую сцену, ну, вот такие вот волнительные сцены комментировали. Это было так интересно. Ну, в общем, это надо почувствовать на себе, испытать на себе, поэтому посещайте, друзья, театры. Так, и вот это сапоги, да? Угу, нет, сапоги. Так. Сейчас. Вот так, ну, вроде. А это 42-й? Ну, это вообще 43-й. А, да? Да. Так, какой у меня размер тогда, интересно? Ну, в целом нормально. Сейчас посмотрю, если побольше. Так, вот шапочка. О, шапка. А вот с шапкой, наверное, будет проблема. У меня 62 размер. А, да? Сейчас. У меня всегда проблема с шапками. То есть это прямо кепки, шапки, каски. Так, это побольше. Посмотрим. Что, тоже можно? Не, можно так-то. Сейчас. Сейчас посмотрим еще, конечно. Еще больше есть? Ну, я не знаю, сейчас я точно тут не уверена. Так. Ну, Ну, в целом как? Нормально, да? это чуть-чуть как будто больше, но больше это и нет. Смотри, там, Я, кстати, еще вчера смотрел может, спектакль. монгольские какие-то типа есть? Я вчера смотрел спектакль, да, вот скажу свои впечатления, да. Вот я сижу вот, ну, в пиджаке, и мне жарковато, ну, вот так вот. А я смотрю, артисты, актеры, да, играют вот в таких вот, можно сказать, тулупах, да, то есть и там же зимние есть сцены, там, где едут в телеге, то есть, и думаешь, как вот больше 2 часов же, да, идет? Да. Да, больше 2 часов. Что это? Да, нормально. Нормально. Так, ну как у меня вид? Сейчас еще оружие, реквизит Еще берем. оружие. Точно, у меня были винтовки. Вообще, в целом, у вас две костюмерные, да? А там основной как бы цех, где уже, ну, который играющие костюмы, а это как бы склад получается. Угу. А так в целом, сколько костюмов имеется? Очень много, очень. Даже Места не считали? хватает. Ну, не считали, да, ну, очень много. Экс. Ну, сейчас еще сапоги посмотрю, если побольше. Ага, может, чуть-чуть побольше. Так, ну что, друзья, смотрите. Банда Емельяна Пугачева. Так, сейчас еще обувь чуть-чуть подберем. Останется оружие. Кстати, у нас будет еще грим. Не надо, думаешь, В целом, всегда меня вот прямо, В ну, принципе, не раздевается. интересно побывать вот прямо Не за раздевается. кулисами, да. Ну, я думаю, многим это интересно. И вот сегодня у вас есть такая возможность, в том числе у меня прям какое-то волнение идет. Здесь огромное количество костюмов на разные спектакли, разные эпохи, времена. Ага, вот эти, скорее Так. всего, бесплатно, наверное. Ну, либо эти, либо те, видимо. Угу. Это из этих.
О, вот это хорошо. Ага, а то вот эти как это Но эти слишком. немножко. Опа. Спасибо. Тем более Так. Все, сапоги, тулуп, шапка. Только лицо очень доброе, мне кажется, у меня. Но, да, для бандита у меня немножко доброе лицо, но я думаю, это исправимо с помощью грима. Что-нибудь, наверное, придумаем. Фух. Слушайте, ну вот я даже стою, не двигаюсь, мне уже очень жарко. Так. Актерам надо отдать должное. Это, конечно, маленькая толика того, что они как бы испытывают на сцене. Это самое главное, это же, конечно, игра, вжиться в роль. Я думаю, профессиональные актеры, они даже этого не замечают. То есть того состояния, которое, ну, вот, не знаю, жара, холод и так далее, то есть отыгрывают на все 100%. Фух. Но я не профессиональный актер. Тут аж что-то чешется. Сейчас померяем. Ага. Так. Да, сейчас головой О, убор я ничего себе. поменяю. Посвободнее. Вот это мощь. Да, я померяю. Я тут говорил, что мне уже жарко. Сейчас будет еще жарче. Так? Вот это, Забыл, по-моему, классно. хорошо. Ну да. Сейчас померим еще. Чем это? А еще разные. Ну, вот эту помеху и по фактуре ткани больше подходит. А, все понял. Ну, это слишком черное. Надо, да, слишком мохнатый. Вот еще серая. Так. Либо серую, либо... Нет, это, А, нет, это не очень. мне кажется, вон та хорошая была. Да, Давай первая. еще одну. На всякий случай. Первая все равно как-то получше, по-моему. Вот вообще огромная. Это чьи такая голова? Таганошенко был. У нас у него, наверное, там 60 какой-нибудь размер. 70 да, какой-то, кажется. Если у него Тогда то, ага. 50 размера, то голова, видимо. Все, вот это выберем. А, вот Да, еще. вот Всё, это. спасибо. Ага, вот это спасибо тоже. Так, ну что, теперь можно идти за оружием. Так, Вооружить тебя. Вооружейную. А что мы можем взять из шашек? Вот это и это, да? Ладно. Так. В общем, здесь как бы То, что тоже участвует? завалы, да. Ну, в смысле, да, все участвуют. Это моя. Давай вот эту, наверное, вот эту мы тебе дадим. Сейчас проверим. Слушай, а вот такие вот вещи, да, вот там сабли, атрибутика такая, вы где-то как бы специально приобретаете, да? Что-то делаем, что-то приобретаем. Даже да, сами, да? конечно. Это как-то одевается? Да. Или... Так, Так, подожди, у тебя... под правую руку. А что, правой вытаскивать таким образом? Так. А, все, понял. В общем, на сцену я должен выйти вот так, да? Да, в мировании. Всё, и когда Емельян Пугачев выходит на подиум, ты должен, Вытащить. да, Обнажить. все, да, вытаскиваем шашки, и ты его приветствуешь. Угу. Слушай, ну она не опасная? Ну, конечно, Я вчера, опасная. кстати, видел. Нет, Да, она она опасная. настоящая. Да, настоящая. Я вчера видел прямо в сцену, да, втыкают. Мгм. Ну, там есть такой кадр. Я думал, она это такая, типа пластик. Нет, это- Настоящий металл. Не, наоборот. Ой-ой. Наоборот. Ага. Вот таким вот образом ты так его таскиваешь. Вот так. Да. Ну, то есть ты ее не переворачиваешь, ну, вот таким вот образом, да. Ага. То есть получается, А, вот. Да. И вверх. да. Эй. Так. То есть вот таким образом, как бы, ну, потому что на скаку приходили, то есть сабля так вытаскивается, шашка таким образом. Свой нюанс тогда. Мгм. Надо в безопасном месте отработать. Так, Расскажи про постановку. Когда она была поставлена, «Капитанская дочка». насколько я помню, она была поставлена в 15 году, могу ошибаться, может, в 16-м ставил ее Андрей Савич Борисов.
Я тогда отсутствовал в театре, не работал. Вот, и, как видите, 2022 год, она пользуется большим спросом, популярностью. Вот вчера был спектакль 2 подряд. Это тоже достаточно редко, чтобы так спектакль ставили, ну, если не премьерный. И вчера зал был полный. Я думаю, что сегодня тоже. И 5 числа, ну, буквально через неделю, мы еще раз играем «Капитанскую дочку». Да. Отлично, действительно. Ну, там, кстати, по постановке мне очень понравилось вот отыгрывание с Александром Сергеевичем. Он же как бы Да, в разных образах, да? Да, он еще повествует. И, кстати, да, вот то, что он иногда становится участником сам непосредственно действия, тоже такие интересные ходы. Вот. Да. Поэтому, друзья, ну, если вы видели «Капитанскую дочку», вы, наверное, знаете, о чем я говорю. Если нет, то обязательно приходите. Если наша передача выйдет до 5 ноября, то 5 ноября у вас есть еще возможность прийти в Русский театр на спектакль. Так, ну что, Так, все, готовы? образ готов практически. Все, теперь мы сейчас идем в Я гримерку. уже все, хожу с этим совсем. Ну, ты сейчас все, в принципе, мне можешь снять все это дело. И потом в 5 часов звонки ты услышишь. Сейчас мы идем в гримерку, ты спокойно там можешь что угодно записывать, там, все, что надо. Ой. Спокойно ждешь звонков, услышишь звонки. Это значит, на сцене собираемся, ну, то есть начинается репетиция. Ага. Ну, ты спускаешься на сцену, и все, и мы там проходим эти сцены. Потом в 6 часов, так как мы начинаем, мы выходим с тобой во 2-м акте. То есть в первую очередь гримируются те, кто в 1-м акте, а когда они уже ушли на сцену, идем гримироваться мы. Ну, то есть, Отлично, отлично. так, Хорошо. так что все, пока располагайся, снимай костюм, отдыхай, готовься к репетиции. Все, спасибо. Мы сейчас, наверное, сходим к костюмеру. Ага. Да, пообщаемся. Ну да, можете. Ага. Ну все, если что, звони. Хорошо, спасибо. Друзья, у нас есть сейчас время поговорить с заведующей костюмерного цеха Русского драматического театра Татьяна Белоусова. Татьяна, расскажите о вашей профессии, какие у нее есть особенности? Ну, в общем-то, профессия довольно-таки интересная. Ну, сначала я была просто костюмером, работала непосредственно с актерами, с готовой продукцией, с костюмами, одевать их там, переодевать во время спектакля, когда очень быстрые переодевания. Ну и вообще сама атмосфера здесь, конечно, очень приятная, разнообразная, и гастроли, и все такое. Вот, сейчас я перешла, получается, вот на заведующую. Здесь непосредственно, получается, костюмы, которые уже списанные спектакли находятся. И с них же идет подбор. Допустим, на какие-то новые спектакли, если что-то вот можно подобрать. Ну, естественно, непосредственно работа с художником по костюмам, с эскизами. То есть говорят, вот какую нужно, какого года, допустим, там 70-х, 60-х годов, либо вообще военное время. Ну, здесь можно что-то найти, в общем. А вот, допустим, бывает такое, что один актер одной комплекции, потом, допустим, роль поменяли, ну, например, да, играет другой человек. Вот как в этом случае, что вы делаете? Ну, у нас еще есть швейный цех, который может подправить что-то. Либо расшить, либо ушить, ну, либо уже шить новое, если здесь ничего не найдется. Вот как-то так получается. А какой вот в костюмерном цехе Русского драмтеатра самый сложный костюм? Самый такой, ну, который прям... Ну, сложные костюмы, наверное, это... Что-то с царских времен, да? Сейчас, подождите. Вот сейчас... Сейчас знаете, какой сложный костюм? Это на сказках. На сказках? На сказках очень сложные костюмы, потому иногда приходится одевать его, допустим, нам вдвоем с кем-то. То есть один не справится. Там это вот летучие обезьяны, получается, в Элли. Там очень такая, очень странная конструкция, поэтому нужно здесь закрепить, тут на руках все там прилепить, короче, головной убор одеть, и это все быстро происходит. Но вот в основном в сказках, наверное, более сложные, там какие-то объемные, что-то такое. В таких-то спектаклях особо, ну, в царских, ну, как бы не так. Ну, красивые, конечно, платья такие пышные, с кринолинами, да. Но они как бы не так, не такой сложности, одеваются довольно спокойно. Ну, вообще, вот, допустим, я гляжу на свой гардероб, у меня так немного вещей, да, и то бывает сложно, там, ну, там, следить, да, что-то постирать, там, что-то в химчистку отдать. Как
вот здесь вот это все происходит? Химчистка одежды? Да, ну тут, во-первых, тоже стараемся, конечно, вот прикрывать, чтобы пылью не забилась, ничего, но у нас есть прачечная. Ну, либо в крайнем случае, конечно, сдаем в химчистку. Если костюм, ну, допустим, с подбора, и он точно будет работать, то, конечно, перед тем, как актеру выходить, мы его чистим там либо в химчистке, либо даем в стирку, и все это. Даже вот касательно «Капитанской дочки», там вот главный герой, по-моему, есть такой момент, когда его прямо Емельян Пугачев толкает ногой, и он падает в белой рубашке прямо на сцену. Вот бывают такие там, вот взял и актер в порыве спектакля порвал что-то или... Ну да, ну вот работа как бы непосредственно костюмера, можно быстро заштопать что-то тоже. Бывало и штанишечки рвались, все так очень интересно тоже. Ну, актер всякое бывает, да? Да, ну разные, да, моменты бывают. Друзья, ну что, мы подобрали костюм, соответственно, костюм, обувь и даже оружие, сабля. И сейчас мы находимся, вот у нас есть время, да? Покажем вам. Здесь большое количество гримерок, их около 13, если я не ошибаюсь. И актеры, перед тем, как выйти на сцену Русского драматического театра, гримируются, готовятся к спектаклю именно здесь. Вот я вижу уже знакомые со вчерашнего дня. Это костюмы для спектакля «Капитанская дочка». Также располагается тут. Ну и нашу, мы, по-моему, уже заходили. Давайте еще раз посмотрим. Здесь гримерка на 3 человек. Это уже тут я расположился. Здесь вот еще и вон там. Я вижу, кстати, здесь, если можно показать, это, наверное, не сильно близко, но такая борода, усы. Борода и усы. Не знаю, гримировать меня будут во время первого акта, то есть в 6 часов начинается спектакль, и после того, как актеры выйдут, уже актеры первого акта будут загримированы, будут участвовать в постановке, то мы с вами познакомимся еще и с работой гримера, да, то есть посмотрим, что можно мне немножко добавить. Ну, положимся полностью на профессионализм гримера, что он посоветует. Самому тоже интересно. Все сегодня очень волнительно. Первый раз я вообще даже буквально позавчера даже не знал, что у меня появится такая возможность побывать на сцене театра. Покажи-ка. Андрей Шаповалов. Ну, костюм. Я просто смотрю, чей. Только очень жарко. Как вы так прям в костюмах там? Так ты подожди, ты еще не вышел под свет? Под софиты? Вот там тебе будет тепло, когда шапочку наденешь. Еще бы ты бороденку наклеил, было бы вообще чудесно. У меня своя есть. Ну, сейчас, кстати, можешь мне и наклеить. Да нет, зачем своя есть? Хотя лучше, конечно, бы наклеить. Для полного погружения. Да. Сейчас будет, да? Да, сидим, ждем. Сейчас будет звоночек и начнем. Хорошо. Я туда оденусь. Так. Так. Ага, есть варианты сбоку, посередине или с 2 боков бывает, делают 2 штуки. Подожди-ка, у меня здесь сабля будет. Тем более. Да, вот так. 1 узел хватит, да? Или... подожди-ка, так. Чтобы не слетело, лучше 2. Так. Звучит звонок. Звоночек приглашает нас. Приглашает. Пойдемте. Здравствуйте. Хорошо, да, аутентично. Аутентично, да? Роль. Пицца? Так, сейчас у нас мы на сцене Русского театра. Здесь начальная установка сцены. Так как выглядит, когда открываются кулисы. И сейчас будет небольшая репетиция. Ладно. Ачирова. Всем Привет, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, сегодня он будет одним из участников нашего спектакля. Мы его ведем в массовке, и он, грубо говоря, расскажет потом, как это, что это изнутри. Вот.
Так что сегодня не пугайтесь, то, что у нас одним человеком будет больше. Мы хотели конкретно занять его, понятно, что это массовка начала первого акта, конкретно вот мужики, да? Так, и второго, извините, да, второго акта, конкретно уже пугачевская вся эта история. Второе появление, это когда с Савельичем и с Гриневым, да, сцена. Опять же, на заднем плане стоят наши все эти лихие мужички-разбойнички. Вот, то же самое, та же массовка, все, и финал, ну финал там вы сами распределитесь, даже специально надо делать. Поэтому сейчас просто, ребят, давайте географию просто пройдем, да, и все. Это чтобы сразу же вас отпустить ненадолго, как бы. Я за тобой. Получается, Здорово, Руслан. Привет. начало чисто география. Так, там все. Ну, эта штука. Да, сам пошел, значит, выехал, мужички стоят все заряженные здесь. Так, Все, просто стоим, он на этой штуке Пугачев поехал, мы идем вперед и покрикиваем, как говорят, да? Да. А что орем? Слава государю! Слава государю! Слава! Нам, Швабрин нам кричит, слава государю, мы ему вторим. Слава Здесь государю! буквально только, грубо говоря, зеркали, что делают все остальные. Повторяю. Как только народ ЗТМ, народ уходит, вместе с ними ушел. Здесь ничего такого страшного нет, это буквально считанные секунды буквально, и все. Да, обязательно участие непосредственно в происходящем здесь на сцене. Где он стоит тогда? Здесь. Ну, вот здесь как раз и станет. Да, на передний план не влазь. Я Вот здесь, вот с Володей там должен. Да, и стой, и все. Так, Далеко не уходи. ушли в ЗТМ, ушли. А в этот момент тоже повесить всех. Да, ну орешь, поддерживаешь. Эй! Так вот буду кричать. Только не переигрывай, пожалуйста. Так его, так его. Не надо ничего, там все понятно, просто чтобы эти все один за другим. Ты вчера смотрел, Да. помнишь, что там несколько этих как бы, сменных они проходят, просто поддержка в одном месте находишься, локация одна. Его не будет, да? Нет, на застолье не будем стоять, не надо ни к чему, там можем сбиться, да и он тоже. Так, потом следующая история, это... Песню поменять. Так, Володя, потом со своими историями. Давай, сейчас времени у всех мало. Так, следующая картина, это как раз отъезд Пугачева, да? Так, здесь у нас... Не-не-не, все, это уже первую прошли. Все, это уже отъезд Пугачева. Здесь Гринев вместе с Савельичем. Да. Вы там стоите, да. Вот как раз с письмом, когда он подходит, ты находишься там тоже. Ребята тебе покажут, где чего. Просто ты также находишься, зеркалишь все, что они делают. Кричишь то же самое, что они кричат. Просто участвуешь в происходящем здесь. Все. Мы здесь проговорили. Между собой общаемся. Проговорил все, потом подъем пошел здесь, и все проходку делаем здесь. Со всеми проходим. Да. Тоже за тобой. Да, по коням все пошли. Все понятно. Локацию проходим. Все, так, вниз спустились. Все, зарядился и ждешь. Все, пошли, проходим. Ага. Все, вниз прошел, спустился. Все прошли аккуратно. Только там не загреми. Да, аккуратно, потому что там ЗТМ будет, можешь упасть, поэтому смотри под ноги аккуратно. Все, иди сюда. Так, и потом ты выходишь на поклон. Где? С какой стороны? Sтой. На поклон выходишь, уже работаешь с Андреем. Хорошо. Вместе Хорошо, рядом. да, вместе. Он скажет тебе, куда как выйти. Ну и Русланом, получается, встанешь. То есть я сюда пойду. Выходим, вот точка, вот. Ты между... Ты вот здесь. Вот здесь, нет, что-то вы куда-то далеко ушли. Вот здесь? Вот же выходим. Вот. Сюда выходят постоянно. Вот. Тогда вот здесь. Товарищ. Так, и уходите в одну сторону. И туда, в ту. Да. Кланяемся. Ну, Так? только сильно там не кладейся. Сейчас в реверанс уйдешь. Буквально поклон и уходишь в портальную дверь. Все. Потом с ребятами обходишь там и выходишь в общей массе сзади. Все, там он тебе скажет все. Понятно? Все, Все. понятно. Так, всем спасибо. Сейчас вокалисты остаются только, и все. Быстренько в эти вокальные пройдем вещи, и все. Все, да? Спасибо. Вчера ты все просмотрел, в принципе, все знаешь. Да. Все, давай. Все. Ну что, друзья, ценные указания были даны. Основные моменты проработаны, то есть 2 выхода и в конце на поклон. Конечно, может, хочу сказать. Так, друзья, мы сейчас здесь находимся, гримерный цех Русского драмтеатра. Здесь как раз сейчас гримируется, можно сказать, один из главных героев. Это
Степан Федоренко. Он играет роль Александра Сергеевича Пушкина. Вот. Сейчас от Пушкина у него только бакенбарды, но буквально через несколько минут будет полностью готов имидж. Степ, расскажи про своего героя в спектакле «Капитанская дочка». Ну, это Александр Сергеевич Пушкин. Герой автор, он в программке обозначен как автор. Ну, мы решили, ну, раз автор, ну, кто автор? Пушкин. Режиссер решил, что я очень похож на Пушкина. Ну, кстати, правильно решил. Вот. Ты вчера вышел, я сначала тебя не узнал, потом думаю, это же Степан Федоренко. Ну и вот и загримировали меня под Пушкина. И веду я этот, так скажем так, спектакль. Ты, кстати, и рассказываю. повествуешь, Да. и даже участвуешь иногда в спектакле, самом Да. непосредственно как герой. А вот по гриму, да, вот на твоей вот истории, да, памяти, вот какой самый сложный был грим по времени, который много времени занимал? Ну, пока вот этот грим самый сложный. Он по времени занимает, ну, где-то минут 20, да? Да, где-то так. Это уже с учетом того, что рука набилась, там спектаклю уже 6 лет. До этого еще дольше было. Пока этот грим самый сложный, но вот, возможно, готовится у нас к премьере еще один спектакль, где я буду играть прадедушку Пушкина, Ганнибала. Ганнибала. Вот, там, возможно, грим будет еще сложнее. Ну, пока еще вот решается это все. Посмотрим, как будет. А где же вожатый-то наш? Ой, что, брат, прозяб? Отведи Петра Андреевича к Семену Кузову. Он мошенник лошадь свою ко мне в огород пустил. Ну, Сергей, все ли у нас благополучно? Да, все, слава богу, тихо. Ружье! На плечо! Раз, два! Ружье! На где? Раз, два! Ружье! На плечо! Василиса Егоровна, дай ключи от амбара. Полно. Василиса Егоровна. Ой-то на. Иван Игнатьевич. Господину коменданту Белогорской крепости, капитану Миронову по секрету. Всем извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятия на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку. Ну что, друзья, был объявлен антракт на 15 минут. Кстати, здесь в каждой гримерке находится колонка, находится она вот в том углу здесь. По ней актеры ориентируются, то есть там идет звуковая трансляция всего, что происходит на сцене. То есть ход самого спектакля. И можно знать, когда будет твоя сцена, чтобы быть готовым. Ну что, работаем? Можно, да? Да. Загримируемся. Сейчас мы находимся в гримерном цехе. Александра будет гримировать. Так, ну, наверное, чтобы софиты, да, не давали блики. Ну, да. Наверное. Могу немножечко пофактурить. Совсем чуть-чуть. Просто у меня лицо доброе очень для бандита.
Может, чуть-чуть Полтеатра таких. Сейчас готовите новый спектакль, да? Много Да. работы. Очень. Разговаривали с костюмером, он сказал, что будет около 60 костюмов. Угу. А как будет называться? Раб Петра Великого по Пушкину. Вот мы там сейчас в гримерке были, некоторые актеры сами, да, гримируются? Многие. Ну, в основном помогаем с прическами, с париками. М, Ну, либо делаем какой-то сложный грим. У нас есть спектакль «Запасной аэродром», и там всякий пластический грим. Вот это уже мы сами делаем. м, Так, ну, вроде бы, да? мгм. Достаточно вам Спасибо большое. материала, Спасибо. пожалуйста. Да вы сейчас на сцену, да, пойдете? Да, сейчас на втором. Ох, красота. Спасибо. Удачи. Сейчас кулисы закрыты. Перед вторым актом все актеры готовятся, находятся на сцене. И здесь вот этот второй акт, он такой более динамичный, более там много экшена. В общем, будет очень интересно. Ну и, соответственно, сразу в самом начале второго акта я участвую в массовке. Народ повалил на площадь. Нас погнали туда. Я пришел дать вам волю! А ты мне не государь, ты дяденька вор и самозванец, слышь ты? Фу! Повесили его! Повесили! Повесить его! Отец родной! Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его, за него тебе выкуп дадут. А примеры и страха ради вели повесить хоть меня, старика. Петруша, Петруша, родненький, Петруша. Целуй! Целуй руку! Петруша, не упрямся, ну поцелуй у злодея. А, у него руку, у него поцелуй руку. Петруша. Его благородие знать! Одурел от радости, да? Ай! Петруша, пойдем, родненький. Ай! Пойдем. Свет мой, Иван Кузьмич, не тронули тебя ни штыки прусские,
Не пули турецкие. Не в честном бою потерял ты свой живот. А сгинул ты от беглого каторжника! Унять старую ведьму! Неизвестность о судьбе Марии Ивановны пуще всего меня мучила. Где она, что с нею? Успела ли спрятаться, надежно ли ее убежище? Спрятана у Полины Панфиловны. Там же Пугачев! Слава Богу, что тебя хоть живого отпустили. Ой, а узнал ты, сударь, атамана? Нет, не узнал. Ну, кто же он такой? Господи, Петр Андреевич, ты позабыл того пьяницу, который выманил зайчий тулуп на постоянно. Необычно летишь! Жаль, жаль, жаль! Необычно летишь! Оливерно любишь! А Любочку мою! Оливерно любишь! А Любочку мою! Жаль, жаль, жаль! Моей руки! Там черная ворон прокричал, прошли часы мои минуты. Седлаю я коня водяного! На коль отпущу. Так обещаешь, по крайней мере. Болтай! Вася лежат в Оренбург. Передай от меня губернатору и всем генералам. Ожидали меня к себе через неделю. Присоветую им встретить меня с детской любовью и послушанием. Не то не избежать лютой казни. Вот вам, дедушки, новый комендант. Слушайтесь его во всем. А он отвечает и за вас, и за крепость. Это что? Прочитай, как изволишь увидеть. Что ты так мудрено пишешь, а? 12 рубах полотняных голландских с манжетами на 10 рублей, погребец с чайной посудой на 2 рубля с половиной. Это что за вранье, а? Какое мне дело до погребцов, да еще штанов с манжетами, а? Это изволишь ли видеть рест к барскому добру, разграбленному злодеями? Какими злодеями, а? Виноват, обмолвился! Кто там я? Обмолвился, виноват. Ну, злодеи не злодеи, а твои ребята все-таки пошарились, да порастаскали. Не гневись, конь не о 4 ногах-то спотыкается. Прикажи уж дочитать. Заячий тулуп! Заячий! Я тебе дам заячий тулуп, а? Да знаешь ли ты, что я с тебя живого тоже могу содрать на тулупы? Давно! Я человек подневольный! И за вас меня отвечать должен! Смейся, сударь, смейся! Эй! Сядь, смейся! Ваше высокоблагородие, отец наш жалует вам лошадь. И шубу! О! Со своего плеча. Ну-ка. О! Ах, да! Жаловал он вам еще полкило серебром. Да я ее в пути порастерял, прошу меня простить. Как это порастерял? Что у тебя там за пазухой побрякивает? Там побрякивает уздечка, а не деньга. Благодаря от меня того, кто тебя прислал. А растерянную полтину постарайся подобрать на обратном пути. И возьми себе на воду. Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие. Век буду за вас Бога молить!
к самозванцу не из невежества и легковерия, а как бессовестный и подлый негодяй. Подождите. Послушайте, это неправда. Как неправда? Неправда, ей-богу, неправда. Я знаю все, я вам все расскажу. Он для меня одной подвергся всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, так только потому, что он не хотел впутать меня. Друзья, ну что, это были незабываемые эмоции. Поучаствовал в спектакле «Капитанская дочка». Здесь, на сцене Русского драматического театра, хотелось бы выразить огромную благодарность руководству театра, актерам. Это, конечно, незабываемый опыт. Все очень волнительно. Спасибо большое. Спасибо. С премьерой. Спасибо. Трудяга, все, молодец. Спасибо огромное. С почином. Да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Выставляйся. Спасибо. Банкет с тебя. Друзья, ну что, незабываемые эмоции, просто супер. Я вообще как бы, очень часто бываю на сцене, но вот в роли в театральной это совсем другое. Это огромный труд и даже как-то очень все волнительно. Поэтому я думаю, обязательно вам нужно сходить на «Капитанскую дочку», посмотреть этот замечательный спектакль. Напомню, если наш выпуск выходит до 5 ноября, то 5 ноября будет также показ в Русском драматическом театре. Ну и вообще, ходите в театры, конечно же, с друзьями, с родственниками. Это просто совсем другое. Это вам не кино, это не телевизор, это все находится здесь и сейчас, и происходит прямо на сцене. Работают живые люди, актеры, и выкладываются на все 100%. Ну что, сейчас я еще под впечатлением, может быть, что-то еще забыл сказать, но хотелось бы еще раз поблагодарить руководство Русского драматического театра, актерский состав. Все очень тепло приняли, помогали, все показали классно, все выдали, реквизит. В общем, до новых встреч. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. Кстати, музыка тоже закончилась. Всем пока.